В управлении госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия началась процедура выдачи водительских удостоверений российского образца. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи президента Абхазии Бадры Гунба и президента России Владимира Путина. Исполнению указа было посвящено рабочее совещание, которое в управлении госавтоинспекции провел исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Киут. В ходе совещания при участии курирующего направления ГАИ ИО замминистра Беслана Чкадо и начальника УГАИ Дамия Авицба глава МВД поручил им оказывать активное содействие российским коллегам и максимально облегчить процедуру для жителей Абхазии. Что, Беслан Исланович, доложите, пожалуйста, обстановку по выдаче российских удостоверений на территории Республики Абхазия. Какая работа в настоящее время проведена? Роберт Витальевич, приехали наши коллеги из Российской Федерации. Сегодня начали работу в тестовом режиме. На сегодняшний день присутствует здесь 7 наших коллег Российской Федерации, которые представляют Управление государственной автомобильной инспекции. Сегодня с 9 утра работа в тестовом режиме. Предварительно уже на сегодняшний день более 120 человек пришли и подали документы на обмен прав. В ближайшее время мы сегодня, завтра проработаем вопросы, те нюансы, недочеты, которые есть. С учетом этих всех вещей мы примем все необходимые изменения для того, чтобы наладить эту работу. В ближайшее время мы проведем всю необходимую информационную работу, чтобы довести до нашего населения. Предварительно график и режим работы это во вторника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Планируем внедрить необходимую предварительную запись наших граждан, максимально создать условия для того, чтобы люди не стояли в очередях. Нам необходимо сделать максимально, если это будет возможно, в районах, чтобы наши сотрудники имели возможность как-то работать с живой очередью и, соответственно, координировать людей, как этот весь процесс будет двигаться и все остальное. То есть нужно максимально сегодня обеспечить нужную информацию, чтобы человек, прибывший из района в город Сухум, имел полный пакет документов, чтобы он вторично сюда не ездил. И доложите, пожалуйста, как будет осуществляться вообще выдача? На основании российского паспорта, это может быть российский внутренний паспорт без прописки или с пропиской, или паспорт, загранпаспорт. Плюс наш абхазский паспорт Российской Федерации. Или наш внутренний абхазский паспорт. И иметь при себе водительское удостоверение абхазского образца действующий. Количество людей мы ожидали, что будет большое, учитывая, что мы информацию только сегодня подаем. Мы ожидаем, что завтра, послезавтра количество желающих обменять водительское удостоверение будет в разы больше. После согласования и определения порядка обращения водителей за получением российских водительских удостоверений в Республику Абхазия были командированы сотрудники полиции России. С утра 14 апреля они начали прием документов у граждан, желающих получить российские права на основе абхазских. Быстро, удобно и беспроблемно. Именно так характеризуют процедуру водители. Очень давно хотела обменять свои права, но, к сожалению, не было такой возможности, так как нужно было выезжать за пределы Республики Абхазия. Я, как многодетная мать, мне это не совсем удобно. И хотела бы поблагодарить всех тех, кто был причастен к этому. Это было очень легко. Я взяла свои 2 паспорта, российские, абхазские, права, и просто подошла и обменяла свои права. Я сегодня очень легко обменяла права на российские. Я очень благодарна тем, кто причастен к тому, что разрешили нам сделать это все на территории Абхазии. Это удобно. Все документы сданы. Теперь я дожидаюсь свои российские права. Решение, принятое для граждан Абхазии, является исключительным. В режиме одного окна, без дополнительных документов, имея двойное гражданство, на основе абхазских прав любой желающий может получить российское водительское удостоверение. Это говорит о высоком уровне диалога между нашими странами, отмечают абхазские водители. Это очень своевременное решение проблемы, ибо нашим гражданам выезжать в Российскую Федерацию и получать документы, это, конечно, достаточно накладно. И по состоянию ситуации не каждый это может быстро сделать, а время поджимает. И то решение, которое принято органами государственной власти Российской Федерации
оказать нам помощь на территории нашей страны, это, конечно, стоит дорогого. Мы с уважением к этому относимся и очень благодарны мы соответствующим российским структурам, кто такое решение принял. Это говорит о том, что у нас есть полное взаимопонимание между органами управления Российской Федерации и нашей страной, постоянные контакты, прямой диалог, она как раз и решает вот эти проблемы, и мы очень с уважением относимся к этому. Ознакомиться с процедурой приема документов и выдачи российских водительских удостоверений в УГАИ приехали лично ИО министра внутренних дел Роберт Кьют, его заместитель Беслан Чкадуа. Здесь осуществляем прием документов в 3 окна. Здесь происходят процедуры по обработке заявлений. Дальше в следующем кабинете происходит фотографирование и предполагается дальнейшая выдача водительских удостоверений уже после их изготовления. Я думаю, завтра уже больше людей будет, конечно же. Да, будем корректировать работу в случае необходимости уже в живом режиме, взаимодействии с руководством. Оформить российские права можно ежедневно со вторника по субботу включительно. Необходимо наличие паспорта гражданина России и Абхазии, действующее абхазское водительское удостоверение. Документы будут скопированы, проверены по базе и направлены в госавтоинспекцию МВД России для последующей передачи и выдачи в республике. Фотография водителя делается также на месте. Кроме того, согласно указу президента России Владимира Путина, на 1 год продлена возможность управлять автомобилем на территории Российской Федерации с абхазскими правами.